Вода бьет через край. Такой водопад в Барсуке образовался в минувшие выходные. Прорыв трубы Алханчурского канала произошел недалеко от очистных сооружений. Как отмечают специалисты Ингуш-Мелиоводхоза, труба не выдержала высокого давления воды. Как только произошла авария, осмотр, который у нас обходит каждые 3 километра, был замечен им. Спустя даже 2 минуты нам позвонили, мы среагировали. В течение 5 минут сделали аварийный сброс в воду Сунжу. Таким путем была остановлена вода. Еще 5 минут, и вода обохлынула на соседнюю улицу, где могла затопить дворы местных жителей. Сотрудники Ингуш-Мелиоводхоза устранили утечку оперативно, буквально за 3 минуты. Трубы, проложенные в советское время, еще в 80-х нуждались в замене. Толщина стенок труб составляла на тот момент 12 мм, но после 8-го десятка лет эксплуатации уменьшилась вдвое. В Ингуш-Мелиоводхозе понимали, трубы долго не выдержат, с чем и связано периодическое дежурство сотрудников на объекте. Алханчурский канал, она берет начало в Михайловской, Северной Осетии, и мы ее обслужим от Михайловской, Северной Осетии до Чеченской Республики, до аэропорта Чеченской Республики. Этот оросчаемый канал обслуживается Ингуш-Мелиоводхоз. Канал сама построен в 1935 году. Эти трубы проложены 40-е годы, где-то 40-50-е годы вот так проложено. Последствия аварии, как оценивают в ведомстве, незначительные. Канал служит для орошения сельхозугодий. Теперь после прорыва для Малгобекского района и поселка Майского он будет временно отключен. Напор воды, помимо всего, частично повредил и газопровод. Правда, труба целая. Сейчас бригада рабочих ремонтирует трубу канала. Сейчас мы проводим замену трубы, которая прорвала. Сейчас еще тут подъезд, все приходится вручную подносить. И постараемся в течение 3 суток закончить эти сварочные работы. А какие работы вам осталось? Нам сейчас еще надо проделать эту трубу, проварить и закрасить. Запустить канал обратно планируют в течение 3 дней. А вопрос о замене трубопровода полностью диаметром 2 метра и протяженностью 500 метров будут рассматривать уже на федеральном уровне. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Рахман Суров, Новости 24.